Сухумский пивзавод славится качеством и разнообразием продукции. Здесь всегда кипит работа. А чтобы попробовать и купить вкусные напитки и, конечно же, знаменитое сухумское пиво, выстраиваются очереди. Многолюдно здесь и в день открытия гастробара «Маяк». Теперь вот в этом уютном заведении, расположенном рядом с пивзаводом, ценители пива могут не только насладиться пенным напитком, но и получить гастрономическое удовольствие. Меню гастробара – это концепция уникальной авторской кухни, сочетание напитков, закусок и особой теплой атмосферы. Здесь можно попробовать деликатесы собственного производства, премиальные сыры, колбасы, различные морепродукты, например, рыбу, раков, креветки, азиатские и баварские салаты, королевскую шубу с лососем. Также в ассортименте мясная продукция – говядина, баранина, свинина, курятина, супы, гарниры, бургеры, пасты и ризотто. И еще очень много вкусного. А авторские коктейли на основе сухумского пива заиграют новыми красками и вкусами. Коллектив пивзавода очень дружный, трудолюбивый и квалифицированный. Перед открытием все сотрудники переживали, готовились, ведь это большая ответственность. Мы уже давно ждали этого момента, и наконец Амра Григорьевна сегодня, как вы знаете, открыла ресторан. Конечно, очень много трудов было заложено в это дело, но благодаря близким ее и родным она смогла осуществить эту мечту. И мы сегодня все счастливы и встречаем этот праздник. Каждый год у специалистов и руководства завода появляются новые идеи. Открытие гастробара – это еще одно достижение. Сухумский пивзавод работает с 1953 года, хотя безалкогольную продукцию производил еще с 1930-го. После окончания грузино-абхазской войны его руководителем стал Хумар Кварджия, супруг нынешнего директора предприятия Амры Ануа. Производство пришлось восстанавливать с нуля. Практически не было ни сырья, ни кадров, ни оборудования. Но все удалось преодолеть. Пиво стало пользоваться спросом, получать награды на выставках. Однако все изменилось, когда Умар Иванович ушел из жизни. Несмотря на сложности, Амра Ануа продолжила семейное дело. Технологиям и бизнес-процессам пришлось учиться на ходу. Очень поддержала семья, близкие люди и особенно сестра Умара Ивановича. Кстати, пиво «Иваныч» названо в память об Омаре Ивановиче Кварджия. Идею предложили друзья, с которыми он работал на протяжении многих лет. После того, как Умара Ивановича не стало, Амра Григорьевна и Анжела Ивановна поддержали все планы развития завода. Ну, а мы и все те, кто работает на заводе, были рядом с ними в создании этого продукта. Да, это пиво мы назвали в честь Умара Ивановича, то есть отчество Иванович, и хотели донести для жителей республики его вкус, его тонкость, так как в пиво мы добавляем солод пшеничный, и этим самым мы добиваемся пены, мягкости во вкусе и свежести. В то время завод выпускал только пиво, и мы много с Омаром Ивановичем готовили почву для того, чтобы делать остальные напитки безалкогольные, в том числе. Это был такой долгосрочный проект, нужно было перенастраивать оборудование и тому подобные вещи. И когда его не стало, это, конечно, все сошло на какой-то, отодвинулось на задний план, потому что было очень много вопросов, и тем более некому было это все возрождать, поддерживать на каком-то уровне. И потом, когда Амра вникла в процессы всего производства и тому подобное, мы опять возродили этот проект, и это была большая кропотливая работа, которая принесла нам лимонады в виде фруктоза и остальные линейки, которые
на Сухумский лимонад. Поддержать и поздравить коллектив пивзавода пришли друзья, близкие люди, гости и жители столицы. Амра Григорьевна очень много сил вложила, нерв, так что мы поздравляем всех горожан на самом деле. Это всегда приятно, когда в республике что-то открывается новое, достойное. Атмосфера шикарная. Вы что-нибудь уже попробовали? Нет, пока не попробовала, но уверена, что здесь всегда все будет очень вкусно. Гастробар готов встречать Новый год. Здание уже украшают елки. Здесь 3 этажа. На 2-м и 3-м расположена администрация пивзавода. Внутри современное пространство с элементами индустриального стиля лофт. Открыть гастробар руководство завода планировало еще 2 года назад, но планы разрушила пандемия. Честно говоря, когда вот у нас появилась эта идея создания гастробара, мы, естественно, ориентировались на европейские какие-то стандарты. Раньше у нас был свой пивбар. Вообще в мире практикуется, что при пивзаводах везде есть свои пабы, свои рестораны, свои бары, где посетители могут пить именно те сорта пива, которые производятся непосредственно на этом заводе. У нас когда-то был такой бар, но учитывая, что время идет вперед, мы решили чуть-чуть поменять формат, сделать более, в другом формате, более красиво, более доступно, более, выйти на другой уже уровень. Несмотря на то, что площадь пивзавода позволяла построить гастробар, внутри руководство приняло решение расположить его ближе к трассе, так как здесь еще с советских времен была остановка пивзавод. Здесь у нас всегда была остановка пивзавод, еще из советских времен. Но, к сожалению, были случаи, когда машины прям сносили эту остановку. Здесь, тем более, напротив находится школа. Дети часто останавливаются у этой остановки, садятся в автобусы. И мы решили сделать такое здание с остановочным комплексом. Заодно подарить остановку городу, чтобы для детей это было безопасно и хорошо. Гастробар «Маяк» расположен по адресу город Сухум, улица Адлиба, 88. Часы работы с 11:00 до 23:00 ежедневно. Гугу Савардани, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.